Здравствуйте, Сайд Мурод Давлатов. Спасибо. Добро пожаловать в Ташкент. Меня зовут Нодыр, я из Самарканда. И у меня скорее не вопрос, а совет ваш нужен. Я во многих выступлениях ваших в YouTube видел, что вы про недвижимость говорили. Да. Я тоже вот 16 лет занимаюсь недвижимостью, и сейчас Молодец. перешли, уже строим дома. Машаллах. И какие вы можете нам дать советы? Мы еще молодые, и все же мало опыта у нас по этому поводу. Если ты строишь дома, я тебе скажу именно в этом направлении. Ты жилой комплекс строишь, квартирный комплекс. Да? Хорошо, именно в этом скажу. Потому что недвижимости тоже очень много направлений. Коммерческой недвижимости, просто землей заниматься, просто там, скажем, производственные помещения строить, промышленные недвижимость строить, или там школы, клиники и так далее. Ты занимаешься квартирами. Да? Если ты занимаешься квартирами, пока вот три важные вещи, запомни их. Очень важную роль играет отдел продажи. Как ты построишь отдел продажи? Если ты построишь отдел продажи правильно, например, 10-этажное здание, пока до 3-го этажа поднимался, у тебя должно быть все продано. Уловил, что я сказал? Да. Пока до 3-го этажа ты поднимешься, все должно быть продано. Очень важно отдел. Если ты это не умеешь делать, если ты достроишь полностью и потом думаешь, по чуть-чуть продам, ты конкуренты обгонять тебе очень далеко. И к тому же у тебя будет много денег надо вложить. Много денег придется. А прибыль от этого не растет, дорогой мой. Прибыль как есть на квадратный метр, так и будет. Только прибыль будет меньше, 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 если мало продаешь. Почему прибыль будет меньше? Я объясню. Потому что содержание команды расход. Уловил? Первое, что надо делать. Второе. Есть у тебя определенные издержки, основные издержки, это арматура, это бетон и так далее. Закупай их оптом в самом начале проекта. Потому что в начале проекта, пока ты закончишь проект, в районе 15-20% растут они в стоимости. И когда это в больших объемах, это очень приличная сумма. Обычно много ребят это не делают, они по пути покупают. На один этаж покупают, один этаж построят, потом второй этаж покупают, построят. Я когда первый раз, когда построил 10-этажный дом, я начинал, арматура у нас была 380 или 480 долларов, вот в этом районе. Просто все в голове держать тяжело. Пока закончил дом, 730 долларов стал 1 тонна арматура. Я почитал только на это разница, можно было бы прилично сохранить деньги. Я тогда понял, нет. Сейчас как я делаю? Когда строю, я тоже строю, один из моих бизнесов я строю, многоэтажные дома. И что я делаю? Если 10-этажный дом, до 5 этажей сразу покупаю все арматуры, сразу, заранее. И бетон тоже сразу оплачиваю. Я оплачиваю наличными, и все бетонзаводы просто за мной вот так держатся. Они очень хотят со мной работать. Сразу оплачиваю. Когда ты сразу оплачиваешь это, ты выиграешь очень хорошо. Ты же прекрасно знаешь, что летом цена еще подорожает, а осенью еще намного, чуть-чуть на 5%, 10% дешевле. В больших объемах это очень выгодно. 2 раза вот контракт надо составить, так делать. Если ты строительством занимаешься квартирой, 2 совета давал тебе сейчас. Первый какой был? Первый это отдел продаж. Чтобы пока ты до 3-го этажа дошел, все было продано. Тогда получается, что ты уже заработал, и ты на деньги своего потребителя уже достроишь остальные, тебе не надо иметь огромный запас капитала, чтобы это все бизнес вести. Понимаешь? А второе, я сказал, все основные издержки, это арматура, бетон. Ты должен заранее их покупать, хотя бы 50% из того, что ты строишь. Ты раздели максимум на 2 или на 3 этапа, покупай их. Третий мой вопрос. Никогда не построй дом в неправильном месте. Никогда не делай этого. Даже если тебе иногда участок дорого, приобретай его там, где действительно, где люди хотят. Знаешь, арматура покупаешь одинаковая цена. Ты можешь его построить за Ташкентом или можешь построить внутри Ташкента. Но только когда продавать, где буду легче продавать и где будет цена разница. Большая разница. За квадрат с рабочим платишь одинаковая цена. За штукатур, за того, за кубометр бетона. Арматур покупаешь, одинаковая цена. Неважно, ты где строишь, материалы одинаково покупаешь, за труда платишь одинаково рабочим, но только когда продавать надо, прибыль абсолютно большая разница. Так что
Знаешь, Макдональдс почему успешный? Потому что он построил свои рестораны в самом выгодном месте, хотя они самые дорогие. Самый дорогой участок земли принадлежит Макдональдсу в мире, потому что он этот секрет понял. Он понял, что деньги в карман людей надо строить там, где много людей. Вот и все. Вот это если, поверь мне, вот то, что 3 совета, которые я тебе давал, это стоит миллионы долларов. Это для человека, который этим не занимается, просто слово. А для человека, который этим занимается, это миллионы долларов денег. У меня есть 3 ученика, которые очень много строят. Ты можешь зайти, КСМ набери в Казахстане. Один из моих учеников строит от 100 тысяч до 200 тысяч квадратных метров. КСМ. Он отрава кто? Номер 1. Другой мой ученик в Астане строит. Очень много. Честно, не знаю, сколько квадратур, я уже забыл. Поэтому и я сам строю, у меня хороший опыт. Потом другой мой ученик там в Бишкеке строит. Как там назывался? Elite House. Ты можешь посмотреть, они ребята строят. Потом Avantgarde Steel. Я Avantgarde Steel консультировал, он номер 1 в Кыргызстане. Я его консультировал 5 лет назад, несколько часов подряд. И этот парень просто чудесно поднимался. Если сделаешь это, у тебя будет вот такой результат. Да, Аллах, что у тебя получилось хорошо. Спасибо Сейчас большое. у вас рынок недвижимости, растущая территория Узбекистана. Вообще, ребята, весь Средняя Азия – это развивающий регион. Например, если вы посмотрите, бизнес поодиночке не растет. Например, в свое время Америка и тогда развивалась, потом весь Европа одинаково по чуть-чуть развивалась. Какая-то страна чуть ближе, вперед, какой-то чуть, но регион развивался. Так? Теперь, если вы посмотрите потом, когда Россия начала вот эта территория Украины и так далее, они чуть-чуть развиты, чем мы. Теперь Средняя Азия, соответственно, Казахстан чуть вперед пошел, потому что он ближе к этому, но они сделали очень мощную стратегию. И ну так получилось, так как после развала СССР они смогли сразу разработать хорошую стратегию. У Назарбаева был такой стратегия 20-20, 20-50. Сейчас они работают на осуществление 20-50. А это было, и это знал каждый чиновник, каждый, кто работал. Я же там преподавал, я же ездил по всем городам Казахстана. Почти каждый житель знал стратегию 20-20 Назарбаева или стратегию 20-20-50. Сейчас любого казаха спросите, он вам расскажет. Это очень хорошо, когда народ знает, куда мы идем. И почему среди Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Узбекистан впереди сейчас? Потому что Каримов создал суперстратегию. Например, в Таджикистане все начали строить дороги, начали строить дома, города строить, а вы это не делали. Вы начали строить заводы. Это супер стратегия. Теперь вы обеспечите товар внутри себя, еще соседям и другим. Это очень хорошо. 63 техника представляли, когда была встреча между 2 президентами, я был там, 63 вида техника Узбекистан производит. Это круто. Ребята, это то, что надо. Это стратегия Советского Союза. Советский Союз закрывался, все внутри сам производил, машины были в очередь. Сейчас до сих пор так у вас, да, по-моему? Машины заказываешь, год ждешь. Нет или так? Или уже сразу дает? 2 месяца. Ну, ждать надо все равно. Раньше Советский Союз и так больше, надо было ждать. Но зато это классная стратегия, деньги не уходят из страны. Это очень правильная стратегия. А отсюда, у кого денег есть, он, покупая машине, обеспечит то, можно сказать, организацию. Организация обеспечит рабочим силам соседей того человека. Это же нужная вещь, это очень правильно. Поэтому сейчас весь наш регион, это развивающий регион, но Узбекистан впереди их всех. По сравнению это 3. Почему? Потому что есть какой-то экономический фундамент. Это очень хорошо. Потом ваш народ по природе бизнесмены. Вы знаете, это мышление. Я серьезно говорю. Это мышление. Этого обучать очень тяжело. Технологии обучать легче, скажем, какие-то процессы обучать легче. А вот понимание, да, вот это мышление, понимание обучать, это самое трудное, потому что с этим надо вырастить. Вот, например, в древние времена ученика давали наставнику, от 3 до 7 лет он жил у наставника. А почему? Чтобы его образ жизни поменялся. А здесь сейчас колоссальные возможности, ребята, честно скажу вам. Колоссальные. Я слышу, что у вас такие классные возможности, законы появились. Классные. Но, конечно, есть определенные барьеры. Они всегда будут, это наш менталитет, он все равно есть, но ничего не поделаешь. Но законы, которые у вас сейчас есть, шикарные возможности. В ближайшие 20 лет, 30 лет весь регион будет расти, ребята. Точно так же, посмотрите,
Гонконг, Сингапур, Малайзия, Тайвань, вот они все вместе выросли. Так? Они же не по одному выросли. Они вместе выросли. Почему? Я помню, когда первый раз, как турист я полетел туда. Это было несколько лет назад, почти много лет прошло. Мне было выгодно полететь, например, Сингапур, а потом поехать в Малайзию, потом поехать в Борнео, потом полететь в Бангкок. И так. То есть получается, что билет дешевле обойдется, когда ты весь регион обходишься, как турист. Сейчас здесь то же самое будет. Сейчас в нашем регионе то же самое будет. Например, откуда-то с Европы, с Америки летит только Узбекистан или только Таджикистан или Кыргызстан невыгодно. 50-60% людей будут вот так прилететь, объездить регион, уходить. Вот есть определенные бизнесы, которые надо регионально развивать. Одно из них это туризм. Он все равно так будет расти. Потому что самое большое, что мешает нам, это стоимость билета. Стоимость билета к нам резко уменьшает поток людей в туризме. Это действительно так. Знаете, сколько стоит сейчас билет с России в Турцию лететь? 2 или 3 тысячи рублей. Да, вы представляете, 2 или 3 тысячи рублей. Это вы представляете? А почему? А почему? А потому что, чтобы поток людей не останавливался. Потому что основном, кто летит в Турцию? Больше всех. Частично Европа и большинство Россия. Это стратегия. Это хорошая стратегия. Зарабатываем не за счет этого. То, что в голове людей так... Вот в туризме, у кого из вас есть гостиницы? Гостиницы или там есть гостиничный бизнес? Нет? Один раз мне задавали вопрос. Вот гостиницы, это пансионаты и так далее. Вот здесь китаец или японец или россияне. Например, номер сдавать за $120 китайцам и японцам, это дешевле, чем россиянам сдавать за $70. Почему? Потому что россиян, который за $70 нанимает у тебя номер, он еще за $200 каждую сутку тратит на рестораны, на кафе и на того. А китайцы и японец не делают этого. Они опустошают тебе весь бар и так далее, и они в ресторан тебе ходят и так далее. Они любят так. Вот такой народ. Это менталитет. Поскольку вы бизнесмены, вы умеете читать сразу в голове, уже вы раскидали уже все.